В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Якутия становится все более популярным местом отдыха для гостей из других регионов страны. Известно, что сегодня в республике разрабатывается новая стратегия развития туризма до 2030 года. Об этом и в целом о завершении летнего туристического сезона в республике мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Тимур Ханды, министр предпринимательства, торговли и туризма республики. Тимур Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте подробнее остановимся про стратегию развития туризма до 2030 года. Над чем нужно поработать? Действительно, сегодня один из самых основополагающих документов для развития нашего туризма является стратегия. Буквально в выходные мы проводили в квартале труда стратегическую сессию для того, чтобы выслушать абсолютно всех участников рынка туризма. И практически 80 человек из разных сфер деятельности, из госучреждений, из министерств отраслевых, с бизнес-объединений, общественников, просто людей, которые занимаются туризмом, принимали участие с 10 утра до 19 вечера. Мы даже, знаете, не успели обсудить абсолютно весь спектр вопросов. Дело в том, что туризм имеет в своей структуре очень много экспертов. Вот вы тоже являетесь экспертом, на минуточку, вы где-то отдыхали, вы знаете, что можно было бы изменить в лучшую сторону. Поэтому одна из самых сложных стратегий является стратегия развития туризма в Республике Саха-Якутия. В этом году мы ее завершим, а в ноябре мы должны будем ее уже утвердить и выйти уже в 2025 год с новой стратегической программой развития туризма. У нас в действующей стратегии нет актуальных мероприятий, которые сегодня являются тоже одними из самых важных. Это специальная военная операция, ведение туристической деятельности. Это мероприятия, которые постпандемийный период имеют. Это означает, что у нас меньше стало туристов из других стран. То есть мы должны переориентироваться на внутреннего туриста, на нашего локального республиканского туриста. Поэтому стратегия – это такой документ, от которого зависит вектор направления. Мы там будем приоритеты ставить. Какие виды туризма у нас, допустим, сегодня в приоритете? Это сельский туризм, экологический тот же самый, это экстремальный туризм. Вот. И видов туризма на самом деле много. В структуре туристов, которые к нам прилетают, большую часть занимается деловым туризмом. То есть это эксперты, спикеры возможные, прилетают к нам на различные форумы, конференции, и тем самым они тоже являются туристами, потому что они останавливаются в гостиницах, они оставляют определенные средства у нас в республике. То есть туризм по факту это экономика. Люди приезжают к нам в республику, приезжают не просто туристическим потоком, а именно финансовым потоком. И это очень сильно сказывается на жизни муниципалитетов. Если это проходит где-то, допустим, в Амгинском районе, в Верхоянском районе, неважно где, это очень сильно влияет на жизнь на селе, на уровне муниципального образования. Как вы оцениваете прошедший летний сезон и, возможно, уже можно какие-то цифры обозначить? С каждым годом динамика туристического потока у нас растет. Если посмотреть до пандемии, то мы сегодня превышаем отметку 230 тысяч туристов в год. А до пандемийные цифры были 190, 200, но при этом мы должны понимать, что как работает статистика. Статистика работает по классифицированным средствам размещения, то есть наличие звезды. У нас есть 4 звезды у гостиницы «Азимут», «Тагандархан», и они, конечно, обязательно сдают в органы статистики. Сегодня в целом в нашей республике более 220 коллективных средств размещения, куда входят гостиницы, турбазы, то есть средства размещения, где можно переночевать, из которых только 140 сдают отчетность, и именно эта цифра формирует туристический поток. То есть мы понимаем то, что данные статистические и фактические данные чуть-чуть разнятся, поэтому мы дополнительно используем большие данные от наших банков, от сотовых операторов планируем брать, чтобы видеть перемещение туристов не только от платежного терминала до платежного, но и по геолокации, если будем использовать большие данные сотовых операторов. Соответственно, мы будем видеть портрет туриста. Сегодня портрет туриста в среднем это мужчина 41 год со средним заработком 113 тысяч рублей. Его среднее пребывание в республике составляет от 5 до 7 дней. Соответственно, у нас есть портрет туриста. Если отфильтровать, скорее всего, это больше охота и рыбалка в течение года. Вот. Ну и, конечно, туристическим компаниям мы предлагаем использовать портрет туриста и уже вот сфокусированно готовить на него коммерческие уникальные предложения,
которые 100% будут интересны жителям России. Ну и, конечно, мы сами являемся туристами у нас в Республике Саха-Якутия. По всей стране сейчас проводится конкурс видеофильмов «Дальний Восток. Земля приключений». Расскажите, какие требования к участникам? Требования совсем простые. Во-первых, это конкурс, который позволяет выиграть определенные призовые места. Там есть несколько номинаций, и главная номинация, самое первое место, это 3 миллиона рублей. Но, тем не менее, есть номинации по пешему туризму, по водному и по зимнему. Что нужно сделать? Нужно записать видеоролик на не более 8 минут и загрузить его на сайт путешественникдв.рф. Мы и так, коллеги, с вами отдыхаем, постоянно пользуемся социальными сетями. Просто нужно загрузить и стать участником этого конкурса. И я думаю, что очень большой процент есть, потому что на сегодняшний день не так много участников подало. И я думаю, что до конца года будет хороший наплыв. Я пользуюсь случаем, призываю всех, кто куда-то планирует поехать, зайти на этот сайт, изучить. Единственное, что нужно там сделать, перед тем, как снять ролик, нужно сделать уведомление в МЧС. Можно без авторизации просто сказать, что я такой-то, такой-то, поехал туда-то, туда-то, вот и все. И с этим документом вы становитесь полноправным участником. Могут участвовать даже дети с 10 лет. То есть это на самом деле очень легко и просто. Какой эффект мы получаем? Мы получаем эффект, что сам конкурс дает возможность нам, как республике, позиционироваться. Потому что эти ролики будут крутиться по всей России, будет очень большая маркетинговая кампания. И если тем более наши ролики начнут выигрывать, это будет очень хорошо для нашей республики. Тем самым мы будем стимулировать будущий туристический поток на следующий год. Ну а что говорить, если о сезоне, как вначале вы сказали, сезон у нас летний заканчивается и сразу начинается зимний сезон. Что тоже уникальный очень у нас. А также есть конкурс «Папа-предприниматель». Кто там может принять участие? Это конкурс довольно-таки интересный. У нас есть в рамках национального проекта МСП, который поддержан президентом, есть мама предпринимателей, он прошел уже летом, а есть папа предпринимателей. То есть нужно, чтобы был мужчина, который имеет минимум одного ребенка, и он должен либо захотеть открыть свой бизнес, либо, если у него уже есть бизнес, то не более 1 года. То есть мы проводим определенные образовательные треки по разным направлениям, как стать предпринимателем, если ты уже предприниматель, как развивать свое дело. К этому привлечены наши крупные бизнес-объединения, сами предприниматели, которые являются наставниками, спикерами, и они делятся опытом. Ну и по итогу, конечно, в рамках конкурса будет победитель, который получит грант в размере 150 тысяч рублей для старта или для продвижения своего дела. Поэтому я призываю всех поучаствовать, хотя бы попробовать в этом конкурсе. Как минимум вы получите очень ценные контакты, знакомства, ведь окружение все равно это очень важно, с кем вы взаимодействуете. И, конечно, много подчеркиваете опытные советы от ведущих предпринимателей. Какова численность предпринимателей на сегодня в Якутии и какое количество людей заняты вообще в данной сфере? У нас каждый год растет количество малого и среднего предпринимательства. На сегодня, если быть точным, 42 468, 43 тысячи, если округлить, предпринимателей. Это примерно на 2-3% больше, чем за предыдущие периоды. Несмотря на отдаленность региона, несмотря на сложную логистику, у нас очень сильный бизнес. Он у нас динамически развивается. На конец 2023 года число занятых в сфере малого бизнеса было 113 тысяч. На сегодняшнюю дату уже 120 тысяч людей, которые работают в секторе малого бизнеса. Это, на секундочку, 25% от населения. То есть бизнес – это одна из сильнейших основ, это сектор экономики, он довольно-таки гибкий. И именно этот сектор экономики создает комфортные условия для нашего населения. То есть мы приходим в магазин, у нас есть выбор, будь то продукты питания или непродовольственные товары, одежда, различная электроника. Сегодня бизнес развивается, и один из новых форматов, о которых мы говорим, если вы хотите стать предпринимателем, но еще и до конца не решили, есть статус самозанятого. То есть самозанятых у нас на сегодняшний день 54 тысячи. Это очень большой показатель. Это говорит о том, что многие люди хотят попробовать себя
предпринимателям. И для этого, конечно, тоже есть меры поддержки. У нас есть и финансовые меры поддержки, и информационно-консультационные. Поэтому, если вы захотите вдруг взять займ, у нас есть льготные займы от 3 до 12% на 3 года, до 5 миллионов рублей. Это выдает Фонд развития предпринимательства. И, конечно, есть бизнес, различные услуги. А центр «Мой бизнес», он находится практически во всех муниципальных районах нашей республики. 28 районов на сегодняшний день представлено. Они оказывают услуги по упаковке, по консультации, как стать предпринимателем. Если вы не знаете, с чего начать, абсолютно от самого начала до самого, наверное, выхода из сектора малого бизнеса есть полный спектр услуг именно в части консультаций. Помимо этого, есть еще агентство развития туризма. Сегодня, как вы говорите, у нас очень большое внимание выделяется сектору туризм. И, соответственно, если вы вдруг захотели стать предпринимателем, открыть туристическую базу, либо стать туристическим оператором, либо стать гидом-экскурсоводом, все это можно получить тоже на консультации с нашим агентством развития туризма. В чем же уникальность якутского предпринимательства? Ну, как я и сказал, история уходит далеко в 17 век. Это история купечества. Сильнейшие предприниматели первой гильдии, второй гильдии, они были, наверное, предпринимателями того времени. Это и есть та история, которая сегодня существует. Сегодня предприниматели — это результат того, как на протяжении этих веков, нескольких, мы развили предпринимательство. Не секрет, что Якутия очень большая. Очень большая. Это и северный завоз, это трудноотдаленные и вообще арктические наши улусы, куда доехать-то и на машине сложно, а тут надо еще привезти груз, рассчитать, когда встанет река. Это сложнейшие условия для того, чтобы планировать. То есть автоматически предприниматель, который этим занимается, у него очень высокие компетенции в части планирования. Допустим, если взять любой арктический район, сегодня предприниматели являются, ну, наверное, основой. Их там и так немного, а с учетом постоянно меняющейся экономики мы вынуждены постоянно поддерживать различными мерами поддержки. Поэтому сегодня наш субъект, как республика, является, наверное, по количеству мер поддержки на первом месте. Но это делается именно для того, чтобы поддержать и наше население, которые являются потребителями, чтобы не было большого роста цен, чтобы ассортимент был. Вот. Но при этом всегда существуют проблемы. И мы постоянно в постоянной коммуникации с предпринимателями взаимодействуем, чтобы их постоянно решать. Вот прямо сейчас в Алекинском районе работает наша команда, это уполномоченный по защите прав предпринимателей, определяет сигналы и дает нам в работу, чтобы мы вместе решали. Ну что ж, спасибо вам большое, что вы уделили время и ответили на наши актуальные вопросы, рассказали такую интересную информацию. Ну а я напомню, что в эфире была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.